В мире существует несколько видов авиации. Это военная, гражданская и малая. Но есть еще одна, которая держится особняком от всех. Это санитарная авиация. Например, в Башкирии есть только один специализированный вертолет, который называют еще летающей реанимацией. Да, может быть, не так много, но он один помогает десяткам пострадавших в год. Как раз сегодня мы поговорим о том, как работает санитарная авиация республики. Наша съемочная группа заступает на дежурство вместе с врачами и пилотами. Поликлиника РКБ имени Куватова на часах без 5 минут 8 утра. Врачи уже заступили на дежурство. И хоть еще не рассвело, некоторые пациенты уже спешат пораньше занять очередь на прием. Но нас больше интересует то, что происходит вот за этими зашторенными окнами. Там, конечно, процедуры не проводят и не лечат, но от этих медработников зависит оперативность транспортировки самых тяжелых пациентов со всей Башкирии. Такой тоже пойдет. Ладно, спасибо. Вот так и выглядит отделение санитарной авиации республики. Все, конечно, сильно отличается от того, как показывают в кино. Здесь нет радаров, радиостанций и вертолетной площадки на крыше здания. Нет, само по себе это, конечно же, все есть, но только не на территории клиники. Здесь своего рода диспетчерская и, самое главное, врачи. Но давайте обо всем по порядку. Утро в отделении санавиации начинается не с кофе. Сначала процедура обязательного медицинского осмотра, которую проходят, не пилоты, а водители машин скорой помощи. Смотрят давление, температуру, общее самочувствие. Без такой вот проверки диспетчер выезд никому не даст. Каждое утро через этот кабинет проходят все водители РКБ. Пациенты пациентами, а утренняя оперативка по расписанию. Вот заведующий отделением Феликс Сакаев спешит на летучку. Оператор еле-еле за ним успевает. А идти, кстати, через всю территорию больничного комплекса. Сейчас будет докладывать о проделанной работе и какие планы на день. Отчет, одним словом. Вот только как тут спланируешь-то на экстренной службе? У нас служба больше экстренная. У нас сложно спланировать, например, что будет сегодня. Будет сегодня то, что будет. А будет сегодня вылет в Кумертау. Команда врачей уже готовится, говорят, пациент в тяжелом состоянии. У нас Поляков летит в Кумертау. Сегодня дежурный анестезистка. 10 в РПЦ надо быть. Перинатальный центр не просто место встречи. Там находится вертолетная площадка санавиации. Именно там пилоты забирают врачей и туда же доставляют пациентов. Вертолет – это экстренный случай, это ситуация, когда эвакуация наземным транспортом может усугубить состояние пациента, то есть он может просто не перенести столь длительную дорогу, либо нужно действовать, оказывать помощь специализированную незамедлительно, быстро. То есть весь процесс реагирования санавиации выглядит примерно так. Как только поступает сообщение о необходимости транспортировки пациента в Уфу, врачи связываются с пилотами вертолета, который базируется в районе Уфимского аэропорта, а сами едут в сторону перинатального центра. Туда же летит вертолет. После того, как все собрались и оказались на борту, вертолет летит на помощь пострадавшему. Возвращаемся на вертолетную площадку. Здесь реаниматолог Игорь Поляков ждет вертушку, которая должна отвезти команду медиков в Кумертау. Предстоит нам транспортировать тяжелого пациента из города Кумертау в республиканскую клиническую больницу. Пациент с травмой нижней конечности. Ему предстоит высокая технологичная операция. Пилоты, как правило, не заставляют себя долго ждать. Уже через пару минут вдалеке послышался шум винтов. Да и глядя на то, как подлетает вертолет, сложно, конечно, удержаться от классики.
Ну вот вроде и все, вертолет на месте. Врачи идут на посадку, обязательно с одеялом, это для пациента. На все про все ушло около получаса. Теперь остается только ждать, когда прилетят обратно. Журналистов, понятное дело, с собой брать нельзя. Все-таки вертолет не для воздушных прогулок. Место в салоне может кому-то понадобиться. И такие случаи, кстати, уже были. Мы полетели в Сибай забрать одного экстренного пациента. Тут же поступает заявка из города Баймак. Там ранение, повреждение артерии. Туда на этом же вертолете вот успели буквально там в закрывающуюся дверь мы забрали с собой сосудистого хирурга, который вылетел туда. Тут же нам экстренное обращение из Аскарова. Тяжелый пациент, маленький ребеночек, то есть мы в этот вертолет, можно сказать, запихнули то, что очень сложно было сделать, и мы, получается, одним вылетом сделали 3 задания. То есть из Аскарова мы этого ребенка тоже забрали. Врачи говорят, детей доставляют не так часто. В прошлом году их было 16, в этом пока 2. Но транспортируют даже грудничков. Полет они переносят нормально, а пилоты запоминают такие вылеты на всю жизнь. Позже поймете почему. Кстати, то, что летчики люди суеверные, знают, пожалуй, все. Но оказалось, что и диспетчерам это не чуждо. Вам надо выйти, говорит, помолиться, потому что как вы работаете, всегда, говорит, вызовов много, и выездов, и обращений очень много. Я говорю, сама вроде бы и молюсь, еду. Это, говорю, не знаю, меня работа любит. Дежурство с Альмирой Гузаировой хоть и сложно назвать скучным, но оно точно ответственное. Сказывается огромный опыт, почти 30 лет в медицине. В самых сложных случаях, когда каждая минута на счету, требуется не просто направить врача, но и организовать весь процесс по оказанию помощи, при этом не забывая о деталях, которые могут быть жизненно необходимы. Ножевое ранение грудной клетки. Звонок был 18:35. Ну, это же вечернее время, но в вечернее время врачи же практически, которые дежурят по санавиации, они же дома, не здесь же сидят. Таракального хирурга надо. Таракальный хирург, я говорю, так и так, там ножевое ранение. Он говорит, едем. Я соединялась с Архангельском, перикард задет, там падает гемоглобин. Я говорю, вам кровь нужна? Они даже Архангельск про кровь забыли. Я говорю, кровь нужна? Они говорят, нужна. И быстро одну машину отправили за кровью, одну машину отправили за таракальным хирургом, 3-ю машину отправили за реаниматологом. И они быстро собрались здесь, и одновременно они все приехали. Кстати, вызов может поступить в любой момент, пока вертолет в Кумертау. И хотя в республике он один в своем роде, отказать диспетчеры не могут. Поэтому на тот случай, если понадобится срочная транспортировка, то в районы выезжает машина скорой помощи. А что касается врачей, то дежурный реаниматолог передает дела коллеге и тоже отправляется на вызов. Глубоко дышим. Вот, молодец. Это анестезиолог-реаниматолог Юлия Быстрова. В данный момент она тоже на дежурстве, и случись вызов, то сразу же побежит готовиться к вылету. В таком графике работают все врачи санавиации. Это неизвестность. То есть ты едешь к больному, ты знаешь о нем только по документации, по личным общениям с докторами, которые тебе докладывают этого пациента по телефону, но ты же не видишь его вживую. То есть бывает, что приезжаешь на один диагноз, в итоге выходит, что это совершенно другой пациент. В санитарной авиации Юлия Быстрова уже 5 лет, можно сказать, попала в вертолет сразу, как устроилась в РКБ. Но первый свой полет помнит до сих пор. Пациентка с сахарным диабетом, мы ее эвакуировали с Кумертау. И сопутствующий был перелом шейки бедра. Там мы определили место посадки, к этому месту посадки лето было, был подан автомобиль уже с пациенткой, всю транспортировку, всю эвакуацию, все это нами руководили пилоты, то есть они говорили как что, то есть первый раз же еще саму логистику движения еще мы не знали. Все прошло замечательно. Тем временем вертолет с пациентом уже над Уфой. На дорогу туда и обратно, плюс подготовку к транспортировке, ушло около 3 часов. В кино обычно такой момент стараются показать максимально напряженным. Повсюду врачи, крики, медперсонал, шум. А в реальности все немного иначе. В данном случае пациент стабилизирован, поэтому врачи стараются не торопиться. Все должно быть аккуратно.
Пригодилось одеяло. На улице мороз трескучий, но самое сложное уже позади. Осталось только доехать до больницы. Пациентка тяжелая, стабильная. Транспортировку перенес удовлетворительно. Кстати, обратите внимание, как водители реагируют на машину скорой помощи с включенным спецсигналом. Большинство, конечно же, уступают, но, как видно, не все. Пациенту предстоит серьезная операция на ноги. Пострадавшего уже ждут в больнице в отделении травматологии. И дальше ему окажут всю необходимую помощь. А в это время вертолет санавиации «Ансат», в переводе с татарского «простой», возвращается на базу. До аэропорта лететь всего 10 минут, поэтому насладиться городом с высоты птичьего полета просто не успеваешь. Зато можно успеть оценить салон летающей реанимации. В действительности, первое, что бросается в глаза, здесь нет ничего лишнего. Все собрано исключительно для оказания медицинской помощи. Практически сразу после посадки подъезжает заправщик. Будет сегодня еще один вылет или нет, пока неизвестно. Но в любом случае машина должна быть заправлена и полностью готова к вылету. Все дежурство пилоты были, что называется, недосягаемы. Даже сейчас немного торопятся. Но пока ребята на земле, выясняется, что практически все они в прошлом военные летчики с солидным послужным списком. Выполнял полет государственной авиации, Министерства обороны, участник боевых действий. А где? Чеченская компания, грузино-абхазский конфликт. Это летчики все у нас подготовленные. Тогда им тоже приходилось эвакуировать раненых, порой даже под огнем противника. Сейчас, конечно, подвоха с земли можно не опасаться, поэтому пилоты летают немного иначе, можно сказать, в медицинских целях. Естественно, надо пилотировать плавно, без не создавать тряску, без создания воздушных ям и тому подобное. Вячеслав Дегтярев, один из лучших летчиков в республике, говорит, что романтика полета уже давно не так будоражит сознание. Сейчас это ответственная работа — спасти человека, особенно если речь идет о ребенке. Эвакуировали однодневного новорожденного, даже имени у него не было. Вот этот случай запомнился. Доставили в Республиканский перинатальный центр. Вы потом не интересуетесь судьбой пациентов? Ну, да, бывает, спрашиваем. Даже имя ему предложили назвать. Ансат предложил врачам, чтобы ребенка назвали именем вертолета. А пока вертолет готовят к следующему вылету, экипаж отправляется на обед. Он, как известно, должен быть по расписанию. На столе у летчиков ничего экзотического, все по-простому, можно сказать, по-домашнему. В темное время суток вертолет не летает. Это значит, что зимой примерно в 6 часов вечера дежурство у пилотов заканчивается. У врачей, естественно, дольше. Но все равно в среднем летчики делают по 2-3 вылета за один день. Это был один день из жизни летчиков и врачей санитарной авиации республики. Вылетов на сегодня больше не планируется, поэтому дежурство, по крайней мере у пилотов, точно заканчивается. Подводя итог, надо сказать, что в парке санавиации существует не только вертолет. Всего 5 экипажей, в том числе на самолетах Ан-2. К слову, в этом году санитарная авиация Башкирии празднует юбилей — 85 лет. И за это время полеты никогда не прерывались.